Правительство комиссии то, документы проверки, а заправка лицензии, информации, проверки андякат. Лицензия, кассовый аппарат, трудовой договор, противопожарная безопасность, охранная зона и еще несколько пунктов, соблюдение которых специалисты из надзорных ведомств проверяют автозаправочные станции в Магасе. У сотрудников отдела гражданской обороны возникает сразу несколько вопросов на этом объекте. Как мы видим, тут безопасность нулевая, то есть даже, можно сказать, критическая. Нету ни одного огнетушителя, нет песка. Это на всей территории, да? Ну, как мы видим, да. Лицензия, документы на отвод земельного участка под заправку и квитанция о налоговых отчислениях у владельца автозаправочной станции на руках. Есть даже разрешение на установление газового оборудования от Ростехнадзора. Но сотрудники Министерства энергетики находят тут несостыковки. Земли под АЗС. А вот АЗС газовый халижан, Смотри, когда под размещение АЗС и под размещение АГЗС одинаковые требования? Там еще одинаковые. Вот, а тут указаны виды разрешенного использования. Тогда у них не было ГЗС, они потом лицензию сделали в Ростехнадзоре. Специалисты Минэнерго задаются вопросом, как Ростехнадзор выдал разрешение на установку в этом участке газового оборудования, так как рядом трехэтажное коммерческое здание и Министерство МЧС. Согласно регламенту Санпин, газозаправочная станция имеет 5 класс опасности, а значит санитарная защитная зона должна составлять 50 метров, что тут, как видно, не соблюдается. Проверки, давление, выдержите, Ростехнадзор, справка ХАЕТЕС и администрация справка ХАЕТЕС. Информация может ли быть, как специалисты в этом направлении, они должны нам разъяснить, можно ли тут строить, так как тут жилое, в любом случае здание находится. Коммерческие здания, коммерческие и социальные. Это социально значимый объект. Следующая заправка находится чуть дальше, и тут практически те же нарушения. Пожарная безопасность нулевая, огнетушители вроде есть, но они уже ржавые и пустые. Что касаемо договоров и разрешительной документации, у владельцев все они оказались. Здесь стал повторный вопрос, только уже к администрации, которая разрешила построить на территории заправочной станции коммерческое здание, прямо над резервуаром топлива, что может привести к катастрофе при утечке горючего вещества. Под строительство комплекса для обслуживания населения. Это что имеется в виду? А смотри как... 19-й год, 9-й год, 11-й год. Это кто разрешение выдавал? В кадастре. А разрешение на строительство здесь, этих двух объектов на этом же участке кто выдавал? Тут даже расстояния нет, даже метра нет расстояния. 2000 метров от ориентира мост через река Сунжи по Награй Магаз на северо-восток. В любом случае, администрации, ответственный отдел. Короче, землеотвод под вопросом. Эти вопросы уже будут решаться после рейда, совместно созданные по поручению главы региона комиссии. А пока с владельцем заправочной станции провели профилактическую беседу по безопасности. Вопросы возникают к противопожарной безопасности. Необходимо указать дату заправки, да, надо обязательно заправить. Вот ящик необходимо тоже заправить там этим огнетушители. Огнетушители мы заправляли, просто дату мы сейчас укажем. Дату актуальную. И обязательно, чтобы в рабочем состоянии были. И колонкам поближе расположение. Ну, чтобы, да. Песок обязательно. Следующая заправка «Нарос» сегодня стала примером для остальных АГЗС и АЗС города. Здесь соблюдены все 8 пунктов, включая охранную зону и пожарную безопасность, резервуары под топливо в положенном месте и на безопасном расстоянии. На каждой колонке огнетушители, а рядом заправка есть отсек для песка. По итогам рейда будут предприняты меры по устранению выявленных нарушений. Мы официально оформим акт осмотра, выявленные замечания официально направим и на имя главы республики направим официально после итога всех работ и этим индивидуальным предпринимателям, чтобы они устранили выявленные замечания, потом
чтобы надлежащим образом ответственные органы провели проверку на устранены ли выявлены замечания или нет. Этот рейд не преследовал цели наказать нарушителей, а наоборот побудить бизнесменов легализовать свои предприятия, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность для всех. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев. Новости 24.